Более 300 лет они правили государством, которое позже историки назовут Крымское ханство. Монархи из династии Гераев. Кто были эти люди? Как пришли к власти? И какой след оставили после себя? Незаурядные политики, блестящие дипломаты, великие полководцы, талантливые поэты сверкали всеми гранями на крымско-татарском троне. Каждый из них внес свой вклад в самобытную культуру и заложил нетипичные европейским и восточным государствам традиции. История династии Гераев, которая сегодня почти позабыта в мировой истории, это не просто история каждого хана. Это история государства, показанная через призму жизнедеятельности его правителей. В 1541 год. Сахиб Герай I правил уже 9 лет. За это время 40-летний хан фактически централизовал власть в стране, закрепил, казалось бы, уже утраченные территории. Государственная казна стабильно пополнялась, и это несмотря на то, что он непрерывно вел строительство по всей стране. Он правил справедливо, вел суровые законы против коррупции, за что очень скоро его станут называть ханом твердой руки. Крымский хан был современником таких знаменитых монархов, как английский король Генрих VIII, французский король Франциск I, император Священной Римской империи Карл V и султан Османской империи Сулейман Великолепный. Однако об этих правителях мир знает гораздо больше, чем о хане Сахибе Герае, и это несмотря на то, что он от своих именитых коллег мало чем отличался. Этот человек был неординарной личностью. Говоря современным языком, вел активный образ жизни, много времени посвящал верховой езде. Любил соколиную охоту, искусство, он был всесторонне развит, много читал, изучал, а еще прославился как градостроитель. Он не останавливался на достигнутом и во всем добивался успеха. Он хорошо разбирался в тонкостях политики и дипломатии, отличался военной доблестью и совершил 9 успешных военных кампаний. Одна из них была в союзе с султаном Сулейманом. Можно сказать, что Сахиб был настоящим правителем, сильным, смелым, справедливым, и главное, его любил народ. Неудивительно, что при таком правителе экономика, торговля и культура в стране процветала. Крымское ханство в годы правления Сахиба Герая становится сильным, конкурентноспособным государством. Улучшается торгово-хозяйственная система, и теперь крымско-татарская держава производила более чем достаточно сырья, а излишки отправляла на продажу в соседние страны. Главными продуктами экспорта становятся зерно и соль. Примечательно, что в ханстве все меньше и меньше становится бедных людей. Впрочем, о них заботились благотворительные фонды, которыми управляли женщины ханского рода. Именно в ханстве Сахиба Герая крымские рынки значительно расширили ассортимент как местного, так и импортного товара. К тому же новые технические достижения постепенно покоряли тогдашний мир.
А вот в городах ханства, будь то на материке или на полуострове, увеличивался спрос на такие статусные товары, как мех, китайский шелк, изделия из золота, серебра, фарфора, фаянса и многое другое, что подчеркивало высокое социальное положение владельца. Если во внутренней политике все было относительно спокойно и стабильно, то вот внешние дела волновали хана. Его главным врагом в начале 40-х годов XVI века все еще оставался Бакы Мангытский. Этот человек был непредсказуем, и идти против него с открытым забралом хан считал нецелесообразным. Сахиб не был бы героем, если бы не разработал план, как обезопасить себя от ногайского противника и по возможности использовать в своих целях. А уже после он решит, как ему дальше поступить с тем, кто однажды уже пролил кровь одного из представителей правящей династии. Итак, 1541 год. Год, когда крымский хан готовился к большому походу на Москву. Напомним, что причина этой кампании была в московских боярах и их вызывающем поведении. Конечно, им очень бы хотелось называть Московию независимой державой, вступать в дипломатические отношения с другими государствами. Но таковым княжество не являлось, и на него смотрели как на вассала сильного крымского ханства. И если Московия пыталась убедить глав некоторых европейских держав в относительной самостоятельности, ей напоминали, что все политические вопросы готовы решать, но только через Бахчисарай. Главной причиной военного похода Сахиба-Герая на Москву в 1541 году стала Казань, границы которой снова нарушили русские войска. Неизвестно, чем руководствовались бояре-регенты в Кремле, когда направили свои войска к границам Казанского юрта. Возможно, это была еще одна проба сил под прикрытием такой себе миротворческой миссии. Ведь позже, оправдывая свои действия, они будут заверять, что поддались на жалобы некоторых казанских мурс, недовольных правлением хана Сафа-Герая и засилием крымцев. Так ли это было на самом деле, остается только предполагать. Хан не скрывал своего решения выступить против провинившихся вассалов. Бояре, в свою очередь, приняли меры предосторожности и отправили навстречу ханской армии своих воинов. Последние заняли оборонительные позиции на берегу реки Оки. В это же время многочисленное ханское войско в назначенное время собралось за Ор-Капы. Примечательно, что хан распорядился, чтобы в этом походе с ним были обязательно песцы – калеме, которые подсчитывали число людей в каждом военном соединении – таифе, до похода и в конце. Эти люди составляли дефтеры, реестры с именами людей, а также позволяли контролировать возможные потери во время похода и после него. Очень скоро с частью своих аскеров в Ор-Капы прибыл и Бакы-бей Мангытский. Он приехал не один, с ним был князь Семен Бельский, об освобождении которого просил сам хан. Князь был радушно принят Сахибом Гераем. Еще до того, как попасть в плен к Алге-Исламу Гераю, а после к Бакы Мангытскому, Бельский открыто перешел на сторону крымского хана и выразил готовность выступать против боярской верхушки, фактически захватившей власть в Кремле. На Бельского возлагалась главная задача в походе – привести армию хана через известные броды реки Оки и в короткие сроки достигнуть Москвы. Благодаря историографу хана Ремалю Хаджи до нас дошли подробности этого похода и его последствия для главных действующих лиц. Итак, многочисленная армия должна была переправиться через реку Ока. Река служила природной защитой для московитян и существенной преградой для крымцев. Однако у хана был союзник князь Бельский, который знал все броды и удобные переправы, которыми почти никто не пользовался. Именно они могли стать хорошей возможностью для крымцев выйти в тыл московитам, дать генеральное сражение, а после пойти к Москве. Бельский благополучно привел армию к нужному месту. Теперь от крымцев требовалось как можно быстрее соорудить плоты и переправиться. Важно было не упустить время, иначе под угрозой срыва была
вся операция. Нельзя было исключить варианта, что русские узнают о приближении армии и подойдут к переправе с пушками. Плоты довольно быстро были сооружены, и хан уже готовился вслед за своими передовыми отрядами переправляться через реку, когда ему сообщили о готовившемся заговоре против него. Во главе заговора был Бакы-бей Мангытский. Все это время он сопровождал хана в пути, всячески показывал свою покорность и даже брал на себя смелость давать ценные советы. Бей был уверен, что добился расположения и доверия хана, однако Сахиб-Гирай с самого начала не доверял Бею, который не раз его предавал, но сумел сдержать гнев, когда узнал, что Бакы Мангытский планировал нанести ему удар в спину. По его замыслу, когда хан окажется на плоту посередине реки, он отдаст распоряжение своим людям выпустить Сахиба-Гирая стрелы, а едва все войско облетит весть о смерти их правителя, объявить следующим ханом сына убитого им же Калги Ислама-Гирая. Рималь-Хаджи сообщает, что Сахиб-Гирай предложил Бакы-бею и его братьям первыми переправиться на другой берег. Для Бакы это было неожиданностью. Конечно же, он отказался. Более того, он стал настаивать, что хан, как главнокомандующий, должен возглавить переправу, а он, Бей, сразу же последует за ним. Второй раз хан уже отдал приказ, чтобы на противоположный берег перебрался Бакы Мангытский и удалился в свой шатер. Но Сахиб-Гираю передали, что Бей категорически отказывается и просит поторопиться хана. Бакы-бей проигнорировал третий и четвертый приказ хана срочно начинать переправу мангытов. Он протянул время и только поздно вечером сообщил хану, что готов подчиниться и начнет переправу на рассвете. Но время было безнадежно упущено. Ханская разведка донесла, что ночью к переправе подтянулись московиты. Любая попытка переправы могла быть чревата. Русские уже заняли удобные позиции. Пускать под пули и стрелы противника своих людей Сахиб-Гирай посчитал неразумным. Ханское командование приняло решение возвращаться назад. Хорошо подготовленный поход 1541 года хоть и закончился бесславно, однако он наделал много шума. Московиты поначалу не поверили, когда пришла весть об отступлении крымцев. А бояре решили, что больше не стоит рисковать, навлекать на себя гнев хана, и оставили в покое Казань. Русские были уверены в победе хана, и их ожидания оправдались уже в ближайшие годы. И хотя Сахиб так и не дошел до Москвы, зато в Рязани и сопредельных территориях крымцы напоминали о себе довольно часто. Конечно, хан винил в потере времени и себя, и непокорного Бея. Однако Сахиб-Гирай не упрекал Бакы Мангытского. Он, как и прежде, весь обратный путь домой желал, чтобы этот Бей был подле него. Весь свой гнев он обрушил на бояр. Он шлет гневное письмо на имя малолетнего князя как официального лица. На самом деле послание было адресовано Шуйскому. Рималь-Хаджи приводит его полный текст. «Благодари Бога, что твой час еще не пробил, и благодари Бакы-бея, из-за которого мы не успели переправиться через Аку. Сначала мне нужно убить волка в моей собственной овчарне и очистить мой сад от чертополоха и колючего кустарника, а затем я займусь и тобой». Из текста письма становится понятным, что за все свои дела Бакы-бея Мангытского ждало суровое наказание. Неизвестно, как сложилась судьба князя Бельского. Вероятно, хан отпустил его с миром в Литву. Ширины, барыны, аргины, седжиуты, кыпчаки и крымские мансуры знали характер своего правителя. Они не сомневались, Сахиб готовил Бакы неприятный сюрприз. А вскоре армия достигла Ор-Капы. Это были ворота в Крым, где Мангытский бей чувствовал себя не очень уютно, ведь его многочисленное войско оставалось в степи. Но на этот раз он не решился отказаться от приглашения своего дальнего родственника, главы рода Мансур, погостить в кизлевских владениях до скорой свадьбы своего брата Акбиби с ханской дочерью. Можно допустить, что это было тайное распоряжение хана. Спустя несколько недель хан официально пригласил в Бахчисарай Бакы Мангытского его брата Акбиби. Но от приглашения хана Мангытский бей отказался, а вскоре тайно покинул Крым, но не ханство.
Он надеялся нанести еще один удар, а именно вывести за пределы ханства нагайцев Северного Причерноморья, вот уже не одно поколение кочевавших за Ор-Капы и считавших себя подданными Гераев. А это означало оставить Сахиба-Герая без главной военной силы страны. Но Бакы-Мангытский не рассчитал силы. Пока Бакы-Мангытский активно вел переговоры с нагайскими лидерами, к его ставке, вероятно, где-то у берегов Днепра, подошел сам крымский хан Сахиб-Герай. Он был в сопровождении своих сихбанов и всего лишь сотни слуг. Бежать от хана означало проявить трусость. Сахиб предложил Бею поохотиться вместе. Отказ расценивался бы как оскорбление, и Бею пришлось согласиться. А вечером состоялся тяжелый разговор. Ханский историограф сообщает, что хан напомнил Бею о всех его грехах. Об убийстве Ислама Герая, о нападении на людей его сына Имина Герая прошлой зимой и их убийстве, о воинах ханства, погибших по вине Бакы-Мангытского и, наконец, о сорвавшемся походе на Москву. В этот же вечер Бакы-бей был арестован и доставлен в Бахчисарай. Участь Бакы-Мангытского была предрешена. Как сообщают источники, его продержали в тюрьме до наступления морозов, а после, по приказу Сахиба-Герая, на всю ночь посадили в бассейн, где он и замерз до утра. Хан прокомментировал, что Бакы-Мангытский принял такую же смерть, как и те тысячи воинов, которых он уже 2 года назад обрек на холодную голодную смерть в степи. Теперь для хана не было опасного противника. Но еще оставались беспокойные подданные Мангытского бея и его родные братья. Конечно, в сложившейся ситуации говорить о свадьбе своей дочери и брата главного врага хана больше не приходилось. И несмотря на то, что часть родственников Бакы-Мангытского присягнула на верность Сахибу-Гераю, другие братья попытались выступить против хана и поплатились за это головой. Многотысячный народ мангытов остался без лидеров. Он автоматически вошел в подчинение крымского хана, но это были еще опасные подданные. На этот раз медлить было нельзя. И вопрос с покорением мангытов нужно было решать как можно быстрее. Хан не стал вступать в военные действия и усмирять новых подданных. Он решился на еще одну реформу. Реформа заключалась в том, чтобы кочевую часть населения в своих владениях превратить в оседлых жителей. С этой целью он щедро стал раздавать ярлыки с красными и голубыми печатями на владение землей. Правда, взамен своим указом потребовал рубить их передвижные шатры и телеги и переселяться в дома. Поначалу у нагайцев был шок, ведь разрушали их вековые традиции. Но очень скоро они оценили преимущества новой жизни. Хан приказал для них построить десятки мечетей, мектебов, крепостей и других общественных зданий. Так со временем появились новые города и крупные селения. В прибрежной полосе провинции Буджака и Десана появились новые портовые города. Крым не стал исключением. Сахиб-Герай приглашал нагайцев переселяться и в степные районы полуострова, и очень скоро он стал густонаселенной территорией. Но не только простым нагайцам хан щедро раздавал земельные наделы. Не оставил он без внимания и своих беев. Он знал, что от них зависит не только его благополучие, но и процветание государства. Уже на следующий год Сахиб-Герай совершил успешный поход в Кабарду, а к 1543 году хан снова наделил особым статусом династию ширинских беев, которые во всем поддерживали хана. В 1545-46 году Сахиб-Гераю пришлось столкнуться с захватившим в Хаджитархане власть ханом Ямгурчи, который сразу же показал свое отношение к Бахчисараю, а именно нарушил международные отношения тех лет. Он забрал товар крымских купцов и некоторых из них казнил. Дело в том, что купцы, независимо от того, в чьем подданстве они находились, имели статус неприкасаемых свободных граждан. Ямгурчи нарушил этот статут, пригрозив оставшимся в живых купцам, что еще доберется до Крыма. Но не успел. Сахиб-Герай лично явился под стены Хаджитархана, чтобы выяснить, что имел в виду Ямгурчи. Сахиб с легкостью разбил его войско и официально включил хаджитарханский юрт в границы своего государства. Он выполнил то, что не успел доделать его брат Мухаммед-Герай I.
Но оставалась еще неспокойная соседняя с Хаджитарханом Ногайская Орда, которую Сахиб-Гирай был намерен покорить уже в ближайшие годы. Однако предводитель Ногайской Орды шейх Мамай решился на отчаянный шаг, а именно нанести удар первым. Поздней осенью 1548 года ногайцы вторглись в Крымское ханство. Но они еще не знали, что здесь их уже ждали. Незваные гости попали в окружение армии крымцев. Многие из них так и не смогли вырваться из западни. Это был полный провал ногайской армии и фактически ее полное истребление. А уже на следующий год, в марте 1549 года, в Бахчисарай пришла печальная весть. В Казани скоропостижно умер 38-летний хан Сафа-Гирай. Сегодня историки утверждают, что это был несчастный случай. После себя Сафа-Гирай оставил супругу Сююмбике и малолетнего сына Утемяша-Гирая. У Сафа-Гирая были старшие сыновья, но их возраст еще не позволял им править. Старшему Бюлюк-Гираю было всего 13 лет, однако именно его казанские беи просили у Сахиба-Гирая в ханы, но крымский хан медлил. У него были свои соображения. Сахиб рассчитывал в ближайшие годы сделать старшего сына, наследника Калгу-Имина Гирая, ханом Казани, а второго Адиля Гирая ханом Хаджитархана. Но этим планам не суждено было осуществиться. Одновременно к ханскому двору прибыли посланники от султана Сулеймана с приглашением вступить в совместный поход против Персии. Война с Персидской империей не отвечала интересам Крымского ханства, и Сахиб-Гирай отказался. Он даже позволил себе критиковать эту военную кампанию султана, чем вызвал раздражение у визиря Османской империи. Среди приближенных султана Сулеймана у Сахиба-Гирая было больше врагов, нежели друзей. Сахиб был невысокого мнения государственных сановников Стамбульского двора. Он настороженно относился к их низкому происхождению и порой откровенной бездарности. Он прямо говорил, что все, что их интересует, это деньги. Особую неприязнь он испытывал к великому визирю Рустему Паше, и это было взаимно. Рустем Паша сделал все, чтобы между Сулейманом и Сахибом возникло недопонимание. Особенно султана оскорбила весть о том, что хан якобы высказывается против османского присутствия в городе Кефе. В свою очередь до Сахиба-Гирая доходили слухи, что османские чиновники мечтают привести к власти живущего в Стамбуле племянника Девлета-Гирая. Сахиб-Гирай шлет к султану послание, в котором уведомляет, что намерен предложить трон в Казани принцу Девлету-Гираю и просит приехать в Казань. Но османский визирь Рустем Паша, ознакомившись с посланием, предположил, что Сахиб таким образом хочет избавиться от Девлета и убедил султана заменить Сахиба Девлетом-Гираем. Якобы он будет более сговорчивым союзником. А чтобы действующий хан ни о чем не подозревал, оповестить, что Девлет-Гирай в качестве нового правителя казанского юрта готов отправиться в Поволжье. У самого же Девлета-Гирая были свои причины не любить Сахиба, и он согласился на авантюру Рустема Паши. В 1551 году в Бахчисарай пришло известие о бунте черкесских князей. Поэтому в то время, как принц Девлет-Гирай покинул Османскую империю, крымскому хану пришлось отправиться в Кабарду. Хан выразил искреннее сожаление, что не сможет достойно встретить своего племянника и отправить в Казань. Но он оставил часть войск во главе с сыном Имином у Ор-Капы для торжественной встречи Девлета. Однако Девлет-Гирай неожиданно меняет маршрут и морем на корабле высаживается в городе Кизлеве. Уже оттуда он прибывает со своими людьми в Бахчисарай и фактически узурпирует власть. Узнав об этом, Калга Имин-Гирай выступил с войском к столице, но дошел только до Альмы. Здесь в неравной схватке Имин был убит. Одновременно во дворцах Бахчисарая и Каркьера мансурский бей Ходжатай собственноручно убивал всех находившихся там сыновей и внуков Сахиба-Гирая. Это была самая печальная страница в истории Крымского ханства. Сахиб-Гирай узнал о случившемся перевороте, находясь со своим младшим сыном Гази-Гираем уже на Тамане. Он принял решение как можно быстрее возвращаться. Именно сюда уже устремился с янычарами сторонник Девлета, племянник Бюлюк-Гирай, тот самый, которого Сахиб 2 года назад не захотел сделать ханом Казани.
Юноша искренне считал Сахиба своим врагом. Возможно, именно поэтому его рука не дрогнула, когда он по одним источникам удушил хана, по другим нанес смертельный удар саблей. Крымский хан Сахиб-Герай, с именем которого связано начало золотой эпохи Крымского ханства, погиб от рук собственных родственников. Рималь-Хаджи, ханский историограф, став свидетелем трагедии на Тамане, перевез останки бывшего хана и его сына в столицу. Уже в Эске-Крыме к траурной процессии присоединился сам Девлет-Герай. Он был облачен в черные траурные одежды. По свидетельству Рималя Хаджи, он искренне раскаивался в случившемся и был вне себя от горя. Девлет-Герай щедро отблагодарил духовных лиц, сопровождавших останки хана, назначил пожизненное богатое содержание всем дочерям и женам Сахиба-Герая и оплатил его пышные похороны. Итак, унаследовав от своего предшественника Саадета-Герая измученное междоусобицами государство, Сахиб-Герай вернул своему роду славу своих предков. Он был погребен в фамильной усыпальнице Хаджи-Герая в Каркьере.